В Ингушетии обыски и задержания лидеров оппозиции. В республике, напомню, с осени тысячи людей протестуют против передела границы с Чечней. Речь идет об участниках согласованного с властями митинга. Он прошел в столице Ингушетии Магасе на прошлой неделе и закончился столкновениями с полицией. Кроме того, как сообщают местные СМИ, сегодня ночью в Магасе был отключен мобильный интернет. С чем связаны сегодняшние задержания и действительно ли был отключен интернет? До начала программы мы спросили корреспондента РИА Дербент Малика Бутаева. Они связаны с прошедшим митингом, который был уже не согласован. Это имеется в виду по 27 числу, когда были сперва утренняя потасовка, а потом еще было перекрытие Магасского кольца. Задержали почти всех организаторов протеста в Ингушетии. Это Ахмеда Баракоева, Бараха Чемурзиева. Дали по 10 суток другим организаторам, это Мусе Мальсагу и Ахмеду Погорову, выписали штрафы. Ахмеду Погорову выписали 20 тысяч рублей штрафа, а Мусе Мальсагову, который является председателем Ингушского комитета народного единства, ему выписали штраф на 150 тысяч рублей. Кроме них ведется охота на, скажем так, на активистов. По ним суды еще не прошли, но у них также прошло изъятие техники и ожидается скоро судебное заседание. На данный момент мобильного интернета до сих пор нет в Ингушетии. То есть, опять же, как и было это в прошлом году, в октябре месяце, по-прежнему глушится интернет-мобильная связь. По поводу народных волнений могу сказать, что звучат призывы о том, чтобы снова проводить митинги. Согласованно, не согласованно, неважно. Главное выразить свой протест по поводу задержаний, обысков, которые сейчас проводятся в Ингушетии. Но в то же время организаторы призывают не устраивать никакие провокации, то есть не выходить на улицы, призывать к спокойствию и, скажем так, терпению. Можно с точностью сказать уже, что сегодняшние акции, сегодняшние меры воздействия на силу народного протеста, на лидеров и на участников акций, массовых акций является одним из звеньев в цепочке тех репрессий, которые обещал издать глава республики. Он недавно заявил по телевидению, что будет добиваться от федерального центра, от руководства силовых структур максимально жесткой реакции и максимально жестких мер в отношении лидеров народного протеста. Все это делается с его стороны исключительно для того, чтобы запугать все население республики, таким образом сохранить в конечном итоге свою власть, свои ресурсы, которые он нажил за десятилетнее правление, и таким образом разбить силы народного протеста, чтобы противостоять ему уже никто не смог. Удивляет только позиция федерального центра, которая потакает ему, и позиция руководства силовых структур, которая задействовала такие огромные ресурсы в рамках каких-то административных дел, проводить такие огромные спецоперации, задействовать сотни силовиков, сотрудников Росгвардии и ФСБ, десятки бронированных грузовиков, и все это ради только административных дел. Но как-то понимаешь, что слишком дорогая цена для достижения меркантильных целей или каких-то, чтобы ублажить или удовлетворить просьбу регионального руководства. Это слишком огромная цена и абсолютно безответственная. Федеральный центр сделал неправильный шаг в данном случае, и он должен был для снижения, для стабилизации общественно-политической ситуации в регионе отстранить главу республики от власти, фактически отправив его в отставку. Да и в нормальном обществе, нормальной в системе власти глава региона, да любой чиновник при выражении вотума недоверия со стороны населения республики должен был покинуть свою должность и добровольно уйти в отставку. Но, видать, желание сохранить власть и деньги, оно превышает и разум, и закон, и благоразумие абсолютно со стороны руководства республики. Это репрессии, которые, безусловно, будут продолжаться, я уверен, и ни к чему хорошему они не приведут. Но мы призываем население республики, народ, проявлять спокойствие и не поддаваться провокациям. Дестабилизация ситуации сейчас в республике, она выгодна исключительно только власти, для того, чтобы затянуть гайки посильнее и увеличить маховик репрессий. Весь народ не может быть оппозицией, весь народ не может быть неправ. Поэтому в данном случае это лидеры народного протестного движения. Преследования, связанные в первую очередь с их гражданской позицией.
До этого времени преследования активистов были, и они проходили в форме бесед и вызовов в ЦП, и обыски, и административные штрафы, увольнение с работы. И все это только потому, что люди выражают свою гражданскую позицию, которая ни в коем случае не идет вразрез с законами. Наоборот, люди требуют, народ требует, лидеры протестного движения требуют соблюдения законов Российской Федерации на территории Республики Ингушетия. Они требуют соблюдения конституционных норм. Эти преследования начались еще в сентябре 2018 года, после того, как 26 сентября было заключено соглашение между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, в результате которого было передано около 10% территории Республики Ингушетия. Это исконные ингушские земли, где находятся родовые башни, находятся кладбища, ингушские потомки, которых живут сегодня в Ингушетии. Вот эта история, вот она началась с того самого времени. И потом это продолжалось все последующее время. Сейчас, в данный момент, то, что задержали лидеров протестного движения, это по причине того, что они принимали участие в митинге 26 марта. Но митинг 26 марта был санкционированный. Вот, им меняет вину то, что, значит, без разрешения, значит, митинг, люди не разошлись на митинге, митинг продолжался еще 27-го. 27-го рано утром вмешались, значит, силовики, и произошло вот это столкновение, известные вот эти вот события утра 27 числа. Поэтому в данном случае те меры, которые были предприняты в отношении задержанных, это административный штраф для двоих задержанных, это Малса Кужахов 150 тысяч рублей и Погорова Ахмеда 20 тысяч рублей. В отношении остальных, значит, мы знаем, насколько нам известно сейчас, что административный, значит, арест 10 суток, на 10 суток это Чемурзиев Барах, Барахоев Ахмед и Усам Альсаков. Хотела бы сказать, что Барахоев Ахмед старейшина, и он очень плохо себя чувствует, он болеет, его здоровье пошатнулось достаточно сильно вот в результате вот всех этих последних событий и переживаний. Скопление силовиков в Ингушетии, оно связано, во-первых, постепенно, время от времени в республику прибывали прикомандированные, так скажем, да, прикомандированные, это и Росгвардия, и других силовых структур. Вот, но в последнее время, особенно до митинга, после того, как было объявлено, что будет проходить митинг, хотя митинг был санкционированный, массово стали приезжать в республику, стали направляться к нам сюда, в республику, представители силовых структур. В первую очередь, это Росгвардия, прикомандированные. Однозначно под предлогом того, что лидеры протестного движения предпринимают какие-то незаконные действия, значит, руководствуются не буквой закона и так далее. Хотя все это, естественно, не соответствует, ни в коем случае не соответствует действительности. Вот. Под этим предлогом, для того, чтобы заставить замолчать лидеров народного протеста. Но нельзя заставить замолчать весь народ. Нельзя заставить замолчать всех людей, которые сами своими глазами видят тот беспредел, который видят то, что творится сегодня у нас в республике, и то, что было сделано последнее, вот сейчас вот этот законопроект о референдуме в республике Ингушетия, когда основополагающие, самые главные составляющие этого документа объяснялось таким образом, что просто пропал абзац, но так не бывает. Если самые главные составляющие, основное содержание документов куда-то чудесным образом исчезает, то документ просто перестает быть как таковым документом. Вот. И люди не верят. Почему люди, несмотря на то, что было сказано о том, что отзывается законопроект на 3 месяца, вот, люди все равно требовали проведения митинга, высказывались по этому поводу, потому что люди не верят. Люди не верят. Народ не верит, потому что люди говорят о том, что мы не можем гарантировать, что мы проснемся и в одно прекрасное утро узнаем о том, что мы остались вообще без республики. А какой ценой и какой кровью досталась и нам республика в 1992 году, и как ее добивались наши предки, наши старшие много лет, и прошли и тюрьмы, и прошли и каторгу, и все что угодно для того, чтобы только у ингушского народа была своя республика. И вот тот страх, который несут в себе люди относительно того, что вот через послушный парламент, через депутатов, которые там при каждом щелчке тут же, значит, исполняют то, что им говорят, независимо от того, антинародное это, против народа или нет.
Вот, и люди не доверяют ни главе республики, не доверяют ни парламенту, не доверяют ни правительству. И тот человек, который в равной степени несет ответственность за все сегодня происходящее, он, значит, вот сидит тихо, молча, значит, и думает, что он отсидится. Это Евлоев Зелимхан, который также сегодня призвал ингушский народ к ответу за все, что было им содеяно. Вот, каждый из них должен будет нести ответственность и перед законом, и перед своим народом. Конечно, преследование активистов, конечно, это запугивание. Это запугивание не только лидеров народного протеста. Это попытка запугать все население. Это попытка показать, что вот смотрите, что будет с теми, кто попытается, значит, требовать законный порядок. Хотя я еще раз повторяю, что ничего противозаконного в том, что делали и лидеры протестного движения, и активисты, и то, что требует сегодня народ, нет. Никто не выступает против федеральной власти, никто не выступает против президента. Наоборот, каждое движение, каждый шаг, каждое требование, обращение, резолюция, все по букве закона, в соответствии с законом, это все можно посмотреть, все эти документы, они есть в открытом доступе, и можно с ними ознакомиться, и можно послушать выступления людей на митинге. Поэтому то, что сегодня вот пытается силовыми методами, пытается заставить замолчать народ, пытается там, не знаю, посадить лидеров протеста, но это не решает проблему. Это ни в коем случае не может решить проблему. Для того, чтобы решить ту проблему, которая возникла сегодня, нужно садиться и разговаривать. Нужно садиться и разговаривать с народом, и нужно услышать народ. Никогда еще ни при каких обстоятельствах, нигде силовыми методами не удавалось решать такие вопросы. Когда люди говорят справедливые вещи, когда люди требуют соблюдения закона, тут нельзя заставить людей замолчать. Это наоборот, теми действиями, тем, что происходит сегодня у нас в республике, наоборот, это таким образом ставится, как бы дискредитирует федеральную власть, дискредитирует действия сегодня здесь местной власти, те действия, которые предпринимают сегодня здесь силовые структуры, оно дискредитирует федеральную власть. Этого нельзя допустить, ни в коем случае. И сегодня с самого утра, после того, как стало нам известно о том, что начались задержания, первое, что сделали и Совет Тейпов, старейшины наши, и первое, кто это сделал, и Ингушский комитет национального единства, мы призвали молодежь не поддаваться на провокации, не допускать каких-то несанкционированных акций или митингов, потому что этого нельзя допускать. Нельзя, чтобы здесь в республике был беспорядок, чтобы здесь был у нас хаос. Вот это то, чего хотят. Это то, чего добиваются враги наши, враги ингушского народа. И поэтому мы не можем идти на поводу, мы все время должны говорить об этом, все время должны напоминать, но люди очень расстроены, молодежь очень резко, негативно реагирует на вот эти вот все вещи, но и тем не менее нам надо набраться терпения, нам нужно понимать, что мы шаг за шагом, в соответствии с буквой закона, в соответствии с судебными инстанциями должны мы идти до конца, мы должны добиваться справедливости законным путем. Другого пути у нас нет. Я сегодня начальник ГИБДД задачу эту поставил. Все машины, которые в ночь после этого катались, самым жестким образом их надо наказать. Самым жестким. Но особенно организаторам митинга. Я буду обращаться во все инстанции, добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто снять и сажать в тюрьму. Вот на это обращаю очень серьезное внимание. Разберитесь, очень жестко там проработайте. И с каждого держателя контроля мы должны утром и вечером заслушать, что по ним делать органы правопорядка. И добиваться того, чтобы как минимум административно, как максимум уголовные дела были возбуждены против организаторов. Да, по молодежи там все равно, кто сопротивлялся, по ним будет, чтобы другим было неповадно. А все остальное, это разговор. Но Валера говорит, сам получил. Равна не может возможность желания. Я могу там 10 свободы, что для Бога будет делать. У меня нет таких возможностей.